Прославленный французский хореограф Пьер Лакот недавно отметил 80-летний юбилей. Но что такое возраст для человека, который всю жизнь мысленно переносится в 19 век и восстанавливает балеты из репертуара легендарной Марии Тальони? Добавить можно лишь одно. Лакот полон творческих планов. Ladies and gentlemen, here we are with famous French choreographer Pierre Lacôte. Monsieur Lacôte, qui célébrait son anniversaire jubilé cette année, est avec nous ici à Большой. Я хочу сказать о России. Я счастлив работать в России, потому что меня тут встречают с открытыми объятиями. Это придает мне силы и желание работать еще больше. С Большим театром Пьер Лакот дружит давно. 35 лет назад, во время гастролей, он показал свою «Сильфиду». Первая лакотовская реконструкция спектакля 1832 года, поставленного на сцене парижского Гранд-Опера балетмейстером Филиппо Тальони для своей дочери Марии Тальони. А в 2000 году в Большом появился восстановленный Лакотом балет «Дочь фараона», который не идет больше ни на одной сцене мира. Конечно, это особенный балет, потому что это вообще был первый большой балет Мариуса Петипа, и он настолько был хорош, что Горский решил его перенести на сцену Большого театра. И балет танцевали и в Петербурге, и в Москве. Да, именно так и было дело в теперь уже далеком прошлом. В 1862 году Мариус Петипа впервые поставил на сцене Большого каменного театра в Петербурге балет «Дочь фараона» Цезаря Пуни. Но в 20-е годы 20 века балет объявили безыдейным и удалили из советского репертуара. Хореография оказалась утраченной. Я, безусловно, полностью восстановил хореографию. Из оригинала осталась только вариация «Рамзея» и небольшой проход 4 девочек в «Подаксьон». Это все, что осталось от Мариуса Петипа. А в остальном я восстановил все в духе балета той эпохи, отдавая свое сердце, свою любовь к классическому балету. Классикой Лакот заболел еще в молодости. А в начале 90-х он оказался в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова тогда еще была студенткой театрального института. Для меня вообще «Дочь фараона» абсолютно глубокая личная история, о чем я сейчас говорила в своей презентации. Потому что еще девочка, еще когда мы с тобой учились вместе в театральном институте, был какой-то конкурс Майи Плисецкой. Меня попросили там переводить французскую часть. И приехало 2 человека. Выдающийся французский артист Жан Бабеле и выдающийся французский хореограф Пьер Лакот. И меня к ним представили. И вот этот Пьер Лакот, он очень интересовался всем старым там и очень хотел сходить в театральный музей. И мы договорились. Пошли в театральный музей, нам там, конечно, французский хореограф, все со всей душой, ему разложили все фотографии, и он абсолютно обалдел, он увидел фотографии дочери фараона и просто впал в какой-то экстаз. А дело в том, что он ученик балерины императорских театров Любови Егоровой. Вот, и он как бы у нее учился, и он ее обожал, а она обожала партию Аспичи. Но я тогда ничего не знала. Про балет «Дочь фараона» я вообще ничего не слышала. Какие-то, значит, огромные массовые сцены на фоне каких-то пирамид, кариатид и так далее. Пьер вошел в экстаз и сказал: «А вы кого-нибудь знаете в руководстве Мариинского театра?» Я говорю: «Ну, кого-то знаю». «А вы можете им сказать, что я мечтаю поставить балет «Дочь фараона»?» Мариинский театр идеей не заинтересовался, но через какое-то время заинтересовался Большой. И сбылась мечта Пьера Лакота. 12 лет назад. Тогда впервые мы встретились в репетиционном зале с хореографом Пьером Лакотом. И тогда я должен сказать, что впервые увидев то, что показывал Пьер, для меня это казалось космически невыполнимым. Потому что я никогда прежде не сталкивался с такой быстрой и острой техникой, которую предлагал и навязывал Пьер. Должен сказать, что мы никогда в процессе работы не верили в то, что нам удастся это сделать так, как впоследствии мы уже выходили и танцевали это на сцене Большого театра. Работали мы с Ниной Ананиашвили, и фактически тот спектакль, который вы сегодня видите, появился благодаря нашей колоссальной работе, потому что именно Нина и я были те артисты, на которых Пьер экспериментировал. И Лакот, и солисты балета любят вспоминать, как создавалась «Дочь фараона». На репетициях много смеялись, ведь очень много пантомимы, смешных превращений, игры. А еще и живая лошадь, бутафорская змея, игриво выползающая из вазы, мумия, лев, обезьянка. И вообще-то не стоит забывать,
Все, что происходит на сцене, приснилось главному герою, накурившемуся опиума в древней египетской пирамиде. Пьер всегда брал лучшее из того, что мы придумывали вместе. И поэтому большинство мизансцен, в том числе и мизансцена с обезьянкой, которая появляется, и нужно было ее как-то накормить этим апельсином, потому что у нас на одной из премьер Тавор наступил таки на хвост обезьяне, и хвост этот оторвался, и это вызывало какой-то невероятный смех в зрительном зале, и уже это помимо было, по сути, бессмысленно, потому что никто не понимал, что делать дальше, подбирать ли этот хвост или продолжать предлагать этот апельсин обезьяне. Лакоту было интересно посмотреть, как меняется спектакль во времени. Уходят одни артисты, приходят другие. Сегодня Аспичию танцует Светлана Захарова. Это исключительная танцовщица. Я считаю, одна из ведущих танцовщиц в мире. Блистательная техническая школа, академические возможности, невероятный уровень достоинства. Блистательная. Но сейчас пришло новое поколение молодых танцовщиц. Оля Смирнова, Женя Образцова. Они украсят сцену Большого театра. Но было бы неправдой сказать, что Лакот приезжал в Москву только ради дочери фараона. У него серьезные планы и продолжение дружбы с Большим театром. 7 ноября 2013 года будет премьера балета Марка Спада. Я поставил этот балет на Рудольфа Нуреева и Элен Тесмар в Римской опере. А затем этот балет они танцевали в Парижской национальной опере. И я думаю, это будет великолепный балет, который украсит репертуар Большого театра. Я сделал предложение Светлане Захаровой, и сейчас жду ответа. Кто же из солистов Большого воплотит то, что Лакот придумал для Рудольфа Нуреева, пока тоже загадка. И добавить пока более нечего.